Почему растет плата за общежитие вузов? Этот вопрос накануне подняли на Совете ректоров вузов Чувашии. Напомню, проблема приобрела актуальность еще в 2013 году, когда стоимость за одно место в общежитиях федеральных вузов подскочила чуть ли не до 7 тысяч рублей в месяц. А сколько платят чувашские студенты, решила выяснить наша съемочная группа. Алина Данилова – студентка 4-го курса физмата ЧГПУ. Математические задачи ей приходится решать не только в аудитории. На 3-м курсе она платила за место в общежитии в год 1300 рублей. А сейчас цены подняли в 2 раза. Студентка и ее однокурсники говорят, они готовы платить больше, если улучшатся жилищные условия. Но пока положительных изменений не наблюдается, если не считать покрашенных стен в коридоре и пластиковых окон на кухне. То, что нас вдвое увеличили, это как бы ощутилось. Можно сказать, некоторые студенты не получают стипендию, им тяжеловато жить. Это, конечно, цена выгоднее, чем жить и снимать квартиру, или ездить домой каждый день. Сейчас на федеральном уровне готовится ряд нормативных документов, которые, цитата, «ограничат посягательство администрации вузов на карман студентов и упорядочат плату за проживание в общежитиях». Это связано с тем, что в некоторых федеральных учреждениях высшего профобразования при невысокой, казалось бы, плате за проживание в общежитии со студентами заключаются еще дополнительные соглашения. И здесь уже цена вопроса от 2 до 7 тысяч рублей в месяц. В свою очередь, руководители учреждений жалуются, что у них не хватает денег на ремонт, а здания с каждым годом ветшают. Многие из них были построены еще в советское время. Прикинули, где-то на содержание полностью общежития нам нужно порядка 15 миллионов рублей в год. Если все это возложить на плечи студента, это примерно получится где-то по 1000 рублей в месяц. В прошлом году предоставляли субсидии из федерального бюджета, утверждает ректор ЧГПУ. Теперь же поддержки сверху не дождались, в том числе и поэтому вопрос с капремонтом общежития повис в воздухе. Как показывает практика, единожды поднятые цены не опускаются, так что студентам остается надеяться, что после завершения модернизации региональной системы дошкольного образования внимание уделят и вузовским общежитиям. Правда, многие из ребят к этому моменту уже получат дипломы. Людмила Максимова, Алена Алексеева, Виктор Степанов, Вести Чебоксары.